Итоги года для партии КПРФ обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня вместе с нами депутат Государственного собрания Башкортостана и первый секретарь Башкирского райкома партии КПРФ Юнир Кутлугужин. Юнир Галимьянович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время, чтобы записать это итоговое интервью. На ваш взгляд, каким был 2020 год и сильно ли изменил коронавирус планы? Я сам тоже со своей стороны выражаю большую благодарность за то, что вы не забываете политические партии, приглашаете на свои передачи. И я с удовольствием, конечно, пришел, чтобы принять участие в подведении итогов. Спасибо. Конечно, планы на 2020 год были большие, огромные, но в связи с тем, что возникла коронавирусная инфекция COVID-19, конечно, внесла свои поправки. И тем не менее, как и другие политические партии, мы вели свою работу планомерно, ежедневно и, как говорится, ежечасно. Мы в этом году широко отметили юбилейный день рождения Владимира Ильича Ленина. 22 апреля ему исполнилось 150 лет со дня рождения. Масштаб и значение этой личности не только в нашей стране знают, но и в мире. И когда мы отмечали столетие Великой Октябрьской социалистической революции в Санкт-Петербурге, я удивился, африканские, латиноамериканские страны, как они любят, уважают самого Владимира Ильича и его труды. И его работой сегодня пользуются спросом и у нас в республике. И мы видим в ежедневной работе молодежи где-то, скажем, от 20 до 40 лет, они интересуются, в соцсетях отзываются на наши, скажем, на нашу деятельность. И я убеждаюсь с каждым днем в том, что идеи Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, они не устаревают, а наоборот пользуются спросом. И в этом году действительно весь российский народ отмечал великую победу, 75-летие победой над фашистской Германией. Эта победа далась с большими трудностями, потерями экономическими, человеческими жертвами. И поэтому в нашей республике от малого до велика все знают значение этой победы. И поэтому в каждой деревушке, в селах и в городах были проведены в соответствии памятники участникам Великой Отечественной войны. И до сих пор открываются в населенных пунктах скверы, парки. Это очень отрадно. Здесь, наверное, мы не разделяем на политические лагеря. В этом вопросе мы чувствуем, что вся республика бережет память наших отцов и дедов и цену победой в Великой Отечественной войне. В республике, несмотря на то, что коронавирусная инфекция, прошли голосование и выборы депутатов местного самоуправления. Республиканский комитет КПРФ в этих политических событиях принимал самое активное участие. Конечно, от нашей партии КПРФ были предложены 15 поправок в Конституцию Российской Федерации. К сожалению, они на сегодняшний день редакционной комиссии, рабочей комиссии по подготовке этих поправок не были приняты, но мы надеемся, все равно мы добьемся не только внесения этих поправок, но и добьемся принятия социалистической, советской конституции. Эта конституция расстрельная была принята в 1993 году на крови россиян и в результате расстрела Верховного Совета Российской Федерации. Это мы хорошо помним
и передаем молодежи. На выборах в сентябре наш республиканский комитет не добился, конечно, больших успехов, но тем не менее мы сохранили авторитет и рейтинг Коммунистической партии Российской Федерации в республике. Кое-где даже мы поправили. В этом году в результате выборов мы сумели создать фракции КПРФ в советах городских, поселковых советов в нашей республике. Вот вновь образовалась фракция в городе Кумертау, это очень отрадно. В Салавате и в Стерлитамаке они поддержались на этот раз, даже усилились в городе Стерлитамак, а в городе Учалы, в городском округе, там даже от КПРФ избранный 6 человек от КПРФ из 20 депутатов. Ну вот такие успехи, они есть. Конечно, наши цели амбициозные, высокие. Мы планируем на выборах, последующих выборах добиваться больших успехов. Тем более грядут, скажем, госдумовские выборы в 2021 году. Также будем избирать депутатов в Совет городского округа, город Уфы. У нас планы большие, грандиозные. Мы готовим своих кандидатов в Государственную Думу по каждому избирательному округу. Их у нас 6. Я думаю, что и на выборах в Горсовет Уфы тоже выдвинем достаточно умных, молодых и авторитетных наших кандидатов. И рассчитываем только на победу и в Госдуму, и в Горсовет. Что касается деятельности в Государственном собрании фракции КПРФ, что было основным в этом году? В 2020 году депутаты Государственного собрания, наша фракция, тоже активно мы работали. Работали временами и в онлайн, и так воочию приходилось. И надо отметить, что достижением нашей фракции можно считать вот принятие закона о празднике 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Наши депутаты Галин и Чувилин наряду с комитетом они участвовали в подготовке и принятии этого закона. Мы, конечно, не списываем с повестки дня законопроекты о детях войны, о знамени победы. К сожалению, большинство единороссов нам пока не дают ходу в принятии этих законов, но все-таки мы с коллегами от «Единой России» договорились по инициативе нашей фракции о создании рабочей комиссии по подготовке законопроекта о детях войны. Потому что в российском масштабе уже в 33 регионах такие законы уже приняты и работают. Мы вот добились принятия постановления правительства о создании рабочей комиссии, куда включена и моя кандидатура. Я думаю, при поддержке, конечно, депутатов от других фракций, наверное, ко Дню Победы мы так рассчитываем принять этот закон о детях войны. Планы на 2021 год? Планы, конечно, как я уже отметил, большие, грандиозные. Для того, чтобы наши планы, чтобы сбывались в жизни, в первую очередь мы обращаем на укрепление своих рядов. В этом году мы не смогли проводить общереспубликанские мероприятия. Мы сейчас вот в последнее время даже заседание Бюро Республиканского комитета проводим по видеоконференц-связи. Заседание фракции тоже проводим в системе ВКС.
Ну, надеюсь, этой зимой все-таки мы преодолеем эту болезнь и выйдем на нормальную работу. Мы, во-первых, должны укрепить первичное отделение, создать первичные отделения в тех населенных пунктах и сельских территориях, где их нету. Укрепим местное отделение, а в результате будет укрепляться республиканская партийная организация. Давайте тогда сделаем анонс. Те, кто захочет примкнуть к партии КПРФ, что им нужно сделать, куда обращаться? Здесь в каждом районе есть у нас свои местные отделения. На сайте Рискома КПРФ можно найти наши адреса, контакты. КПРФ 102 или КПРФ Башкортостан. Очень легко набирается, и в каждом районе у нас есть представители. И надо отметить, вот мы уже 4-й год подряд рост рядов нашей партии наблюдается в районе 10% и более. То есть мы в прошлом году приняли 470 коммунистов в ряды нашей партии. В этом году чуть меньше, 420, но тем не менее рост идет. Это планомерная работа. Юнир Галимьянович, остается немножко времени. Как бы вы поздравили жителей Башкортостана с наступающими новогодними праздниками? Да, действительно, все жители нашей республики будут встречать Новый год. И в связи с этим от имени коммунистов Республики Башкортостан, наших сторонников строительства социализма в нашей республике и в нашей стране, горячо и сердечно поздравляю всех жителей нашей республики с новым 2021 годом. И желаю, самое главное, здоровья, чтобы не болели, чтобы мы не теряли своих родных и близких. И желаю успехов в труде, благополучия и всех земных благ. Спасибо большое, Юнир Галимьянович. От нас мы тоже поздравляем вас с новогодними праздниками. Спасибо большое. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики был депутат Государственного собрания Башкортостана и первый секретарь Башкирского райкома партии КПРФ Юнир Кутлугужин. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.